Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня у нас День славянской письменности и культуры. И у нас в гостях монахиня Кира Панкова. Она расскажет о церковнославянском языке, который является кодифицированным вариантом старославянского языка. Итак, что такое церковнославянский язык? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно, что вы позвали в гости рассказать про такое интересное, это я считаю явление, церковное явление, как церковнославянский язык. Вообще, на самом деле, церковнославянский язык, если его так прям называть, то это не совсем даже точно. Самый точный язык, с которого все началось со времен Кирилла и Мефодия, это древнеболгарский язык. Наверное, это самый такой первый церковнославянский язык, да, именно тех наречий. Это было южное наречие прославянских языков, это Македонская область, где как раз-таки проживали Кирилл и Мефодий. И есть такое предание, что их отец тоже был славянином, поэтому для них эти, говор, да, славянский, для них был знаком, и они на нем, в принципе, разговаривали. Это как раз они жили в Салуне, это нынешние Фессалоники, в районе, где как раз и вокруг этого города жили славяне, и они там, так сказать, обитали, да. И надо отдать должное, что благодаря именно братьям Кириллу и Мефодию, кстати, Кирилл раньше его звали Константином, он принял монашество уже в конце, так сказать, со своей этой миссии по распространению языка с именем Кирилл, поэтому нам известно больше как Кирилл, но на самом деле он был Константином изначально. И мало того, он известен еще как Константин Философ. Он был очень образованным человеком, поэтому, кстати, даже какие-то богословские вопросы того времени с ним согласовывались. Он давал консультации. Поэтому, когда возник вопрос о миссии в страны Великой Моравии, это как раз те регионы, куда они отправились, чтобы привнести, да, этот церковнославянский язык, он как раз его избрали для этой миссии. А его брат Мефодий, он тогда еще был в македонских землях, он был воеводой, и он решил все-таки поддержать своего брата, и они вместе тогда пошли проповедовать. Кстати, это, наверное, была одна из самых главных все-таки миссий. И при этом они создали уникальный язык, который сейчас нам известен как церковнославянский язык. Но интересно, что этот язык, он создавался, его источником, его вдохновением этого языка, это была все-таки Византия. Потому что православие, да, как оно есть, христианство, это все-таки, да, оно хранилось в те времена именно в Византии. Поэтому в основу и переводов легли эти греческие переводы, да, и буквы, кстати, буквы первого церковнославянского языка, они составлялись по звукам, они брались из греческого, из каких-то, как говорится, говоров, да, каких-то составлялись. Поэтому возникла такая азбука. И они с этой азбукой, с переводами, да, на этот язык отправились уже просвещать те страны. Великая Моравия, это где-то сейчас это Чехия, Венгрия, это край Польши, это те края, они туда отправились с этими знаниями. Интересно такой факт, что вообще распространение церковнославянского языка можно разбить на 3 части. Первое – это как раз-таки просвещение этой Моравии, да, это первое. Вторая часть – это такой момент был исторический, когда, к сожалению, в то время эта Моравия, она подчинялась римским папам, да, и политика римских пап, она была очень такая переменчивая. С одной стороны, они вроде бы разрешали, да, служить и проповедовать на этом языке, да. И что самое интересное,
они, вот эти вот немецкие, особенно вот какие-то правители, они как-то завидовали немного вот этому успеху, да, и вот эта вот переменчивая политика привела к тому, что уже после смерти братьев Кирилла и Мефодия их ученики были смещены в сторону Болгарии. Вот это как раз второй этап. И вот именно вот Болгария, Сербия, они тогда были такими центрами, да, вот церковнославянской культуры. И уже только потом, уже это третий этап, это уже пошло к нам на Русь. И когда вот было крещение Святой Руси, это уже было такое, бурление, да, цветение, да, вот этого церковнославянского языка. Но интересно еще то, что из-за того, что изначально церковнославянский язык, он был изобретен как язык культуры, язык богослужебный, язык высокий язык, да, то переписчики, да, вот этих всех книг, они, вот, например, той же сербская часть, болгарская часть, наша часть, да, вот уже нынешней Руси, там были свои какие-то, да, вот, и, как говорится, говор свой, да, и вот эти вот переписчики вот этих книг, они все равно вносили какие-то свои, да, моменты, и из-за этого есть такое понятие «извод». Вот есть церковнославянский извод русского извода, да, церковнославянский язык, есть церковнославянский язык сербского извода, болгарского извода. Это вот такие вот особенности, которые вот, если смотреть, я вот была много раз в Сербии, если вот смотреть ихние рукописи старинные, то вроде бы тебе понятно, вроде бы тот же церковнославянский, но все равно грамматика и какие-то начертания букв, они другие. Но хотя, в принципе, понятно, что о чем там написано. И вот это тот же самый болгарский язык. Буквы, вроде бы, вот я тоже в Болгарии была, вроде бы тоже болгарский язык. Вот что-то вот похожее, все такое родное, но все равно совершенно вот он уже отличается. Поэтому оно ближе к нам все-таки сербы. Вот они как-то интересно, они сохранили вот эту истинность, что ли. Поэтому вот сербская православная церковь, они используют полностью именно богослужебной книги, богослужебного круга именно нашего русского извода. Вот сейчас. Вот. Я хочу такую сказать смешную историю. Когда я бывала в монастырях, да, в Сербии, значит, монахи, они на службах читают наши книги. И как-то мне подходят и говорят, слушайте, говорит, когда уже наконец-то перейдут на сербский язык? Мы читаем, но мы ничего не понимаем. Даже доходит до такого. То есть это реально вот история вот сегодняшнего дня, когда они по традиции, да, молятся по-церковнославянски, но они уже настолько, да, вот развитие сербского языка, оно уже настолько далеко ушло, что они уже не понимают. То есть русский язык все-таки он ближе к церковнославянскому, нам проще его понять. Поэтому приходилось им какие-то вещи объяснять. Даже до такого доходило. Да, вот литургический язык богослужебный, он насколько часто используется в храмах Якутии? В основу, да, когда пришло просвещение на якутские земли, естественно, пришли сюда с нашими церковнославянскими книгами. Но, естественно, возник вопрос, а как донести до местного населения это, да? То есть возник вопрос переводов. И вот благодаря нашему святителю Иннокентию состоялся перевод Священного Писания, богослужебных текстов на якутский язык. Причем переводы на якутский язык, которые мы сейчас можем наблюдать в библиотеке, и у нас есть в Якутской духовной семинаре библиотека, да, где можно посмотреть старинные книги, то есть церковнославянскими буквами записаны якутские слова. То есть это просто уникальный такой вот момент. Ты вроде бы его смотришь, тут уже даже не Сербия, тут просто полное, так сказать, совершенно другой мир. Поэтому у нас здесь в Якутии используется церковнославянский как основной, как костяк, и параллельно якутский язык, но более уже адаптированный к современному. Вот. И до сих пор я вот, например, занимаюсь, да, в издательском отделе, мы вот недавно выпустили молитвослов с параллельным переводом. Идет русский, русскими буквами, то есть церковнославянский язык, но русскими буквами. И параллельно идет якутский язык.
идет, значит, литургия, текст литургии, идет текст акафистов, молитвословий, там, утренние, вечерние. Это все идет параллельно. Что даже вот удобно, я сама лично пользуюсь на литургии. Ты видишь, да, идет славянский язык, и тут же идет перевод на якутский язык. То есть людям удобно следить и, соответственно, соотносить, понимать и церковно-славянский язык, и, соответственно, переводить потом внутри себя уже на якутский язык. Поэтому вот в соборе у нас, в кафедральном соборе, совершается постоянно по выходным, по воскресеньям сначала идет литургия на якутском языке, а потом уже на славянском. Но сейчас еще вот у нас такой момент, мы добавляем переводы на русский язык, чтобы было более понятно какие-то вещи. К сожалению, вот есть такая тенденция, что необходимость уже даже у нас, да, я вам рассказала про Сербию, но даже у нас уже есть необходимость какие-то вещи перевести на русский язык. Немножко люди уже не совсем, так сказать, могут понимать что-то. Но еще такой момент, что во времена Никоновской реформы, да, церковно-славянского языка, когда он попытался, как бы сказать, создать какие-то правильные переводы, в основе тогда легли переводы прямо вот как с кальки, с греческого языка. Поэтому есть такие места, которые сложно вообще даже понять, о чем это. То есть какие-то обороты, которые чувствуются где-то каким-то внутренним ощущением, но когда ты его переводишь на русский язык, это звучит как-то, немножко так, знаете, сложновато. Поэтому переводы на русский язык – это очень так ложатся как бы на сердце, да, я бы так сказала, как вот славянские все-таки переводы. Вот. То есть есть такая особенность, все-таки это язык церковно-славянский, все-таки это язык богослужения, это язык такой сакральный, я бы так сказала. Да, это язык таинства. Таинство, да. Это очень интересно. Да, вот требования современности, да? Да. Чтобы наиболее понятно было прихожанам. Да. На службах, да? Конечно. Да, есть какие-то вещи, которые, да, мы идем мы понимаем, что есть такая проблема, поэтому это не значит, что мы хотим. Есть очень много споров, да, внутри церкви, что кто-то за перевод полностью, кто-то против там. Но нужно понимать, что есть какие-то условия, которые, мы живем. Даже то, что говорили наши там патриархи, святые там 100 лет назад, это немножко уже не совпадает с той реальностью, в которой мы сейчас находимся. Поэтому уже что-то нужно приспосабливаться к нынешней ситуации. Тем более, если мы находимся здесь, в Якутии. Потому что здесь вообще все по-другому. Здесь вот я поездила и в Арктику, и общалась, да, с людьми, вот с представителями таких вот местного населения. Там надо просто все на пальцах рассказывать. Там уже какие переводы? Там просто рассказать, там, приди, открой ротик, там, не знаю, скажи какое-нибудь слово. То есть до такого доходит. То есть все очень надо просто, доступно, но в то же время учитывая какие-то национальные моменты. Ни в коем случае, вот правильно очень говорил в своих трудах святитель Иннокентий, что ни в коем случае нельзя рубить, да, вот прям с плеча. Вот мы тут пришли такие все церковные, православные, давайте там будьте все такими же самыми. Нет, нужно учитывать культуру этого населения, да, вот какие-то свои обычаи, там, даже языческие какие-то моменты, их тоже надо учитывать, да, вот. И святитель Иннокентий, он это прямо вот в своих письмах к пастырям, он это прописывал, что ни в коем случае там нельзя там сбрасывать, да, со счетов какие-то национальные моменты. Наоборот, их надо как-то, как знаете, как кружево плетешь, да, вот, наоборот, их надо как-то аккуратно вплетать вот в нашу церковно-славянскую культуру, чтобы это было что-то такое самобытное. Но ни в коем случае не рубить с плеча и не приносить что-то такое, что только так и больше никак. Вот это очень важный момент. Именно вот с точки зрения миссионерства. Потому что сейчас все равно продолжается вот этот момент именно миссионерства. Церковь здесь еще не настолько она укоренена, как, например, да, вот в той же центральной России. Здесь еще идет такой, люди еще понимают, приходят к этому. Вот. Это очень такой момент. Он прям вот виден, прям вот ты его проживаешь, этот момент. Да, вот и миссия великого
Иннокентия Вениаминова, она продолжается. Да, она вот прям реально продолжается. И я на самом деле, вот даже личное такое скажу переживание, что когда меня сюда перевели, меня это вдохновило очень сильно. Вот именно вот этот вот момент, что я могу там не пожить здесь не просто какие-то там пару месяцев, да, помочь чисто чем-то, а я могу реально сделать какую-то, ну, помочь именно вот к этому делу, да, именно быть причастной, не просто вот на готовенькое, ты приехал, да, и все тут по шаблону, по каким-то книжкам все сделал, а здесь надо трудиться. Здесь ты реально участвуешь вот в этой вот истории. И меня это очень сильно вдохновило. Прям вот я сначала, мне было очень тяжело, ну, так, поменять локации, но потом вот этот опыт, вот это общение мне вот как-то сразу я стала общаться с местным населением, ездить. Я поняла, что, ну, это стоит того, чтобы как-то, да, вот полюбить. Это миссионерское начало, когда местному населению не только обучали грамоте в церковных школах, но и прививали опыт ОСПы. Да. Это же на самом деле, даже, знаете, как интересно, вот когда началась эпидемия пандемии, Святитель Иннокентий, он же был еще ученый, можно так сказать, да, он не только был церковным деятелем, у него как-то в нем все вот это удивительно сочеталось, да, и когда началась эта эпидемия, мы решили служить ему молебен об избавлении от этого, и это служили регулярно. Каждую вот пятницу мы ездили и служили ему вот именно. И когда к нам приехал один владыка, мы с ним поделились, сказали, а вот вы знаете, что Иннокентий, святитель, вот он от оспы, значит, тут была эпидемия, он так, да вы что, говорит, давайте я тоже буду служить в нашей епархии. То есть это вот так как-то вдохновило людей молиться ему именно вот в это такое тяжелое время пандемии. Потому что это реальный такой опыт, да, церковный и медицинский, и научный, и вообще общечеловечный. Наш замминистра культуры Владислав Валерьевич Левочкин написал драму по Иннокентию Вениаминову. И эта драма была успешно поставлена в Театре юного зрителя и имела свой успех. И эта драма, она, я думаю, если кто не посмотрел, если кто имеет возможность это посмотреть, эту драму, я рекомендую посмотреть, потому что это очень поучительно. Человек, который отдал свою жизнь. Да. Не только распространение православной веры, и социально-культурному развитию населения, чтобы многостороннее, да? Да, библиотеки же появились, да. Училища появились, да, это же все началось именно вот важно даже молодежи как-то, когда к нам молодежь приходит, то мы об этом говорим, что это не просто вот мы вам, да, тут навязываем какие-то понятия, да, веру в Бога и так далее, а просто это же элементарные какие-то культурные пласты, которые они вот здесь в церкви образовались. Это вот благодаря вот этим людям они принесли вот и образование, и просвещение, да. И тут как бы выбор как бы за вами, но вы просто должны это знать, что у нас так случилось, да, здесь. Благодаря вот этим людям, святителю Иннокентию, я как раз хотела показать, и не знаю, вот может быть будет видно, я принесла вот такую вот таблицу. И вот здесь как раз видно церковнославянская азбука. Причем есть же два варианта: глаголица и кириллица. Да? Вот здесь, если вот так вот смотреть, вот это вот первый столбик, это глаголица. Есть как бы предположение, что она была первой азбукой. Вот. Но потом все-таки из-за того, что она вот такая сложная, да, такие всякие черточки отказались, и вот появилась эта кириллица, да, вот она более нам, вот она понятная, да, уже она более похожая на наш русский алфавит. Это так называемая кириллица, ну, по имени святителя святого Кирилла. Вот. Здесь эти буквы, как я уже упомянула, они как раз-таки были придуманы на основе как греческих букв, так и каких-то черточек, там, каких-то букв, каких-то наречий. И благодаря этому вот образовалась вот такая система звуков.
вот, которая так и она до сих пор мы ей пользуемся, вот этой вот кириллицей. Вот интересно, что вот она нам здесь более понятна, чем, ну вот это совершенно неудобочитаемое, хотя вот глаголица до сих пор используется в католической Хорватии. У них еще есть какие-то вот вещи, которые остались вот именно на этом письме. Но потом люди отказались и стали уже использовать вот эти начертания. Причем есть же разные начертания. Вот это вот, когда буквы пишутся прямо, это называется устав. Если вот здесь, если они пишутся, например, под углом, вот так, это полуустав. Это уже, знаете, когда люди лень было, они уже проще им стало. Но есть еще и прописной. Это когда уже пером писали, вот как мы обычно пишем, да, вот такое вот наше письмо. Но в основном все книги все-таки старались писать уставом или хотя бы полууставом, чтобы как-то донести людям какой-то более точную информацию, потому что все-таки вот эти вот, когда уже люди стали писать таким письмом, то понятно, что какие-то буквы просто было трудно понять. Тем более, что в разных местах, в разных регионах свои наречия вставлялись, это было просто путаница. И вот этот очень важно отметить, что тот церковнославянский язык, который вот учебник, да, по которому мы сейчас учимся в семинариях, в училищах, он был утвержден как раз-таки вот после Никоновской вот этой реформы, вот этот вот костяк, да, вот этот, сейчас мы им и пользуемся, он так и сохранился. Причем очень важно еще тоже заметить, что именно благодаря тому, что на юге Руси, юго-западе Руси, когда началась вот эта вот Речь Посполитая, да, вот когда вот эти Брестская уния, там люди очень сильно радели о том, чтобы сохранить свою славянскую азбуку, потому что там появлялся уже другой совершенно язык. В то время люди отходили от церковнославянского, появился другой язык, так написано «простомова». В тех краях образовалась простомова, и эта простомова, она, если можно так выразиться, она уже подавляла, да, вот этот вот литературный церковнославянский язык, поэтому люди, которые вот православные, они пытались сохранить вот эту традицию, и именно на юге, на юго-западе, Волынь, Киев, значит, тогда же там было очень развито книгопечатание, да, вот эта вот первая книга, вот Острожское Евангелие, да, вот это вот известное. И вот благодаря вот этой основе южных вот этих вот традиций, мы сейчас благодаря им мы имеем вот этот вот костяк церковнославянского языка, которым мы сейчас пользуемся. То есть вот он в книгах вот зафиксирован, да, и вот мы вот им пользуемся. Вот, я бы так сказала. Очень интересная лекция, беседа у нас получилась. И сколько вот это очень важно, потому что на церковнославянском языке хранится очень много знаний, да. История, представлена наша мудрость. И да, вот очень хотелось бы еще заметить, что когда вот мы с вами обсуждали во время крещения Руси, было, оказывается, уже тогда пользовались этим языком, да, вот эти берестяные грамоты были открыты, найдены, и там уже было видно, что происходило обучение людей, то есть люди учились уже тогда, то есть наши предки были очень образованными. И все-таки хочется отметить такой момент, что вот церковнославянский язык, он прекрасен тем, что это в основе своей все-таки в нем лежит византийская культура. Вот это такой, знаете, какой-то код, я бы код сказала, я не знаю, вот того времени, они сумели, вот братья, да, вот эти Кирилл и Мефодий, они сумели туда вложить, что у нас это сохранилось. Вот если вот вы будете в той же Сербии или в Болгарии, там удивительное сочетание славянского и византийского. То есть вот эти фрески и пение даже у них
византийское, хотя пользуются славянской грамотой, церковно-славянским языком. Это такое удивительное сочетание. Вот у нас мы уже более самобытные, да, здесь вот в России. У нас какая-то своя уже пошла культура. Даже иконопись, там, пение, у нас свое немножко. Но если окунуться вот в Южную Сербию, особенно, это юг Сербии, Косово, это просто потрясающе. Вы попадаете в такую вот, как сказать, концентрацию Византии, переплетенную вот этой вот славянской культурой. Это потрясающе. И это настолько красиво, что, ну, я не знаю, этим надо пользоваться и вдохновляться, потому что это гармония, это красота, это культура, это потрясающе. Поэтому надо вот это помнить и помнить, что церковно-славянский язык – это не какой-то мертвый язык. Это язык, который идет еще с тех времен, да, с Византии, и несет за собой вот это поколение молитвы, культуры, литературы. Поэтому призываю всех как бы не бояться, то, что это не страшно, это красиво. И со временем, вот если вы будете приходить в храм, вы даже не изучая его по учебникам, вы постепенно начнете его понимать. Это просто опыт. Спасибо, Кира, монахиня Кира. Вот, состоялся очень обстоятельный, такой интересная беседа, лекция. Вот. Мы думаем, дорогие подписчики, что заинтересовали вас нашей сегодняшней темой. Подписывайтесь, смотрите наш канал. Приходите в храм. До свидания.